Доброго времени суток, дорогие друзья! Национальная вещательная компания «Саха» предлагает вашему вниманию финальный матч чемпионата республики по баскетболу. Завершается у нас праздник баскетбола в спортивном комплексе «Стерх». И сейчас давайте мы представим составы играющих команд. Итак, Нерингвинский район. 5-й Виктор Бас, 6-й Александр Вересокин, 7-й Степан Григорищук, 8-й Александр Сорокин, 10-й Андрей Гагаладзе, 11-й Роман Петров, 12-й Николай Климов, 13-й Никита Грушевой, 14-й Александр Лошкарев, 14-й Александр Сосин, 15-й Дмитрий Андросов и 16-й Роман Колмаков. Степан Григорищук у нас является тренером этой команды. И у нас Нерингвинский район оспаривает золото с командой города Якутска. Классика якутского баскетбола, дорогие друзья, у нас в финале чемпионата республики. До этого наши дорогие телезрители могли на телеканале «Мамонт» и видеохостинге YouTube наблюдать за бронзовым финалом, в рамках которого у нас встречались Ленский район и Хангаласский улус. Со счетом 72-64 у нас в бронзовом финале победу одержали представители хангаласской сборной. Они стали у нас бронзовыми призерами. Ну а по итогам этой встречи мы узнаем тех спортсменов, которые взойдут на высшую ступень пьедестала нашего чемпионата. Дорогие друзья, давайте в начале встречи мы озвучим и состав хозяев этих соревнований. Команда сборной города Якутска. 12-й номер Константин Воронин, 13-й Дмитрий Игнатьев, 16-й Роман Колмаков, 9-й Владимир Легостаев, 15-й Дмитрий Андросов, 11-й Николай Тимофеев, 14-й Александр Сосин, 5-й Игорь Хаутанов, 4-й Вячеслав Брылев, 6-й Антон Перфильев, 8-й Игорь Припузов и 10-й Кондрат Хандаев, главный тренер команды Константин Эйзнер. Ну а для вас у микрофонов работаем мы, я Власий Сергеев, а также главный судья чемпионата Армен Оганесян. Добрый день. Ну что ж, мы анонсировали, да, эту встречу как классику якутского баскетбола. Действительно это так. В финале случайных команд не бывает. Они играют в решающие матчи, потому что действительно занимают лидирующие позиции в якутском баскетболе. Если говорить об истории противостояния данных команд. Ну, каждый год, получается, эти команды встречаются в финале. Последний год, ну вот Игры народа, если возьмем, это вот в 2019 году, и победу одержала команда города Якутска. Нерингви заняли 2-е место. Ну и каждый год в финале встречаются эти команды и показывают прям хорошую игру с хорошей защитой. В принципе, и если смотреть с табло, у нас команды сыграли 1,5 минуты, и вот первые очки только приносит Константин Воронин. Ну да, как раз говоря о том, что да, вот хорошая защита у обеих команд, умеют обороняться очень. И тем не менее ждем очень интересную игру. +3 в начале нашей встречи. Ну, команда Якутска у нас играет в синей форме, соответственно, Нерингви в красной форме. Попытка дальнего броска не получилась. На подборе у нас сейчас будет борьба. Роман Колмаков врывает мяч. Хорошо передачи нашел своего сокомандника. А тут попасть не получилось. Александр Сорокин накрывает Константина Воронина. Да, и наблюдая за бронзовым финалом, мы вот с Арменом говорили о том, что увидим ли мы сегодня Данки. И выразили, да, все-таки надежду, что ну, а вдруг в финале увидим, да? Да, в команде Нерингви это вот, ну, в принципе, можно отметить нерингвинскую команду, что там состав прям вообще молодой, но новых игроков много, студенты и школьники, как я до этого и говорил. И вот из молодых ребят, это вот Александр Сорокин, который у нас пробивает штрафной бросок, он, в принципе, может исполнить неплохой данк. И студент физкультурного института Хабаровского, города Хабаровск, вот, Вересокин Александр, игрок под номером 6. Тоже может продемонстрировать бросок сверху. Но было бы, конечно, очень интересно это все увидеть. У нас смена поколений, как Армен сказал, проходит в составе команды
Нерюнгринского района. Это, конечно же, естественный процесс в любом коллективе. Одни и те же люди, конечно, годами играть не могут, несмотря на все свои желания. Поэтому, вот, как сказал Армен, в Нерюнгри у нас Нерюнгри на этот чемпионат заявил очень много молодых игроков, студентов и даже школьников. Новые имена нерюнгринского баскетбола. Минутный перерыв. И сейчас у тренеров будет возможность внести корректировки в игру, посоветовать. Ну, интересно, что в дебюте встречи, да, вот минутный перерыв. Ну, вот мы видим, как Константин Айзнер, главный тренер команды Якутска, ведет беседу со своими подопечными. Ну, как уже говорили, якутский Нерюнгри — это у нас уже классика якутского баскетбола. Команда регулярно встречается на решающих стадиях, финальных матчах. Ну, а сейчас мы можем видеть трехочковый бросок в исполнении Константина Воронина. Зрелищно, красиво, а главное, точно. Ну, а это уже Александр Сорокин и штрафной бросок в его исполнении. Итак, прозвучал сигнал, и команды возвращаются на площадку. Это финал чемпионата республики по баскетболу. Пятый заключительный соревновательный день чемпионата. И по итогам этой встречи мы узнаем имя победителя чемпионата. Отмечаем, что баскетбол у нас играют в республике без лиг, то есть у нас один дивизион. Попытка трехочкового броска, не точно. Активная борьба на подборе. И какая передача? Сразу 1-0 можно. Не точно. Может, для тех, кто не знает, мы отметим то, что мы играем 4 периода по 10 минут. В случае фиксации ничейного исхода, то у нас будет экстра период. Очередные 2 очка зарабатывает Константин Воронин. 5-1 впереди Якутск. Ну, для баскетболистов это первый старт в 2021 году. Первый старт после остановки всех соревнований, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Потихоньку у нас спорт продолжает возвращаться в прежнее русло. И во время матча за 3-е место вот Армен озвучил следующую информацию, которая обрадует всех любителей спорта, в частности баскетбола. То, что планируется, что уже в скором времени, через пару недель, да, через 2 недельки возобновятся у нас в Якутске регулярные соревнования по баскетболу. Как мы отметили, у нас там 2 лиги плюс женская, да? Да, 2 лиги плюс женская. То есть уже на наших основных площадках столичных, да, уже в скором времени можно будет слушать этот скрип подошв, звук сетки. Спорт продолжает возвращаться, и это только радует. 5-3. Сократили отставание в счете нерюнгринцы. С мячом столичные баскетболисты. Посмотрим. Ох, как здорово убрал, и надо бы забить. Хандаев, Кондрат, да, к сожалению, промазал. Раскачал-то как, да? 10-й номер столичной команды. Уверен, что это попадет в так называемый хайлайт первого периода. Да, и в быстром прорыве игрок команды Нерюнгринского района Сорокин Александр получает фол в нападении. Под него хорошо подстроился Воронин Константин. Вот, Армен, мы говорили о том, что в составе нерюнгринской сборной идет вот смена поколений. Да, что касается вот столичной команды, вообще, насколько часто там приглашаются, привлекаются молодые игроки, или же у нас костяк играет? В этом году
В основном, вот, ну, зрители, может, кто нас смотрит, знает команды городской лиги Якутска. Есть такая команда «Легион». Ну, команда одна из лидеров каждый год. И в составе города Якутска 7 игроков с «Легиона». То есть, ну, в какой-то роде, можно сказать, смена тоже идет. А так, ну, Якутск каждый год стабильно, можно сказать, одним тем же составом играет. Вот последние 2-3 года уже больше молодежь появляется в составе. У меня такой еще вопрос возник. Вот формируется, например, сборная Якутска для участия вот на чемпионате республики. Как я понял, она формируется тогда в основном из ну, победителя регулярного, или не так? Ну, в какой-то степени можно так сказать, но вот в Якутске как бы есть несколько команд, ну, можно по ним пробежаться. Это вот «Легион», «Худжа», «Авиатор». Это вот как бы все городские команды именно с Якутска. Вот сборная, в принципе, формируется вот из этих 3 команд в основном. Да, тут, конечно, это дело тонкое, потому что ведь не соберешь из всех команд, да, потому что нужно еще сыграться, как говорится, да, вот поэтому друг другу знакомые люди из лидирующих коллективов вполне все очень даже логично. 8-5. Впереди у нас Нерюнгри. После попадания Александра Сорокина. До этого матча мы наблюдали бронзовый финал и поздравляли баскетболистов Хангаласского улуса. Обыграли они Ленчан в малом финале, в бронзовом финале, но сейчас у нас оспаривается золото. У нас тут вольная борьба чуть не началась в спорткомплексе «Стерх». Попытка сыграть мяч Николай Тимофеев в итоге получил фол. Ну, видим, да, заметно, что команда действительно очень сильно заряжена, иначе быть не могло. Хорошее трехочковое попадание от Александра Сорокина. И счет 11-5 в пользу Нерюнгринского района. Так, и нарушение правил. Так, фол получает Александр Сорокин. Да, и мы отмечаем то, что у нас в баскетболе до 5 личных предупреждений, а потом уже игрок удаляется. Замедленном действии мы видели прекрасный трехочковый бросок. Ну, вначале, да, мы уже увидели парочку очень хороших трешек, и хотелось бы, чтобы такой красоты, конечно, в этой игре, в финале чемпионата республики было как можно больше. Ну и продолжаем мы ждать данков. Если увидим данк, дорогие друзья, то это будет вообще очень-очень замечательно. Я думаю, первый данк оформит вот как раз-таки Александр Сорокин, который после подбора команды сразу старается быстро в отрыв убежать. Мы будем ждать выхода вот 2 или 1-0, да? Итак, смотрим. Якутск в атаке. Технично так отошел назад. И бросок практически в движении. К сожалению, точно не получилось попасть. Но вот сейчас ответ. Ух ты! Хорошая скидка от Александра Сорокина, но не смогли реализовать 2 очка. Второе персональное замечание у Александра Сорокина. Третье даже. Ну, это, в принципе, звоночек для команды. Один из лидеров в первом периоде получает 3-е персональное замечание. Да, получается, как в самом начале встречи, ну, как в футболе, да, повис на желтой карточке. Это действительно, это уже нужно учитывать, вот, держать в голове постоянно. Да, ну, если есть равноценная замена, то после 3-го фола, ну даже после 2-го фола в первом периоде, как бы тренер сразу старается заменить и сохранить этого игрока для
третьей четверти. Нижнинского района, в принципе, состав не высокорослый. Там буквально 2 игрока высоких, ну, по сравнению с городом Якутском. Но они хорошо, в принципе, все физически подготовлены, с хорошим прыжком. За счет хорошего прыжка, в принципе, они... Компенсирует отставание в росте. Да, Вот это вот. да. С лицевой водят нерюнгринцы. Так. В пользу Якутска. Аут. Но мы находимся, отметим еще раз, в спортивном комплексе «Стерх», который в последние годы у нас стал эпицентром, так сказать, якутского баскетбола. Проводятся тут финалы чемпионата республики. В 16-м игры Дети Азии, в рамках игр Дети Азии, соревнования по баскетболу также проходили на этом спортивном объекте. Ну а вообще чемпионат у нас стартовал параллельно в нескольких объектах. Был задействован также и Дохсун. Ну и решающие матчи у нас проходят в Стерхе. Какая трешка сейчас могла бы быть? И нерюнгринцы с мячом. Смотрим. Борьба под кольцом. Что получится записать 2 очка в свой актив? Нет, Якутск теперь уже с мячом. Хорошая передача. Ну, то, конечно... Хандаева, Кондрата на Николая Тимофеева. И он зарабатывает 2 очка. Счет у нас 11-8 в пользу Нерюнга. С такой позиции, с такой передачей обязан был, да? Забивать. Как говорится, грех не забить. Да, красота баскетбола. Ну, эти 2 товарища у нас являются сокомандниками, лидеры своей команды. Вот Легион, как я и говорил, хорошо друг друга видит и чувствует. С полуслова, да, вот вообще даже без визуального контакта, наверное, прекрасно вот, да, чувствует движение друг друга. Владимир Легостаев получает первое персональное замечание. У команды, что Якутск, что Нерюнгри, набрали по 5 персональных, точнее, командных замечаний. В принципе, как я и говорил, что эти команды хорошо защищаются, прям плотно держат игроков. Ну, при такой защите идеально защищаться практически нереально. И, соответственно, как бы в первой четверти за 8 минут они уже набрали по 5-6 фолов. Ну, то есть счетчик вот фолов именно говорит об этом, да? Вот, что... Да, это прям показатель защиты. Итак, на подборе у нас баскетболисты столичной команды. И посмотрим, что они предложат в свою очередь. Обычно, как тренер говорит игроку, у которого, в принципе, в третьей четверти там 1 фол или вообще нет фола, значит, говорит, значит, ты не защищался всю игру. Соответственно, и то же самое можно команде сказать. Отскок забирает Нерюнгри, сразу прорыв под кольцо. Но, как мы уже говорили, это действительно классика якутского баскетбола. Противостояние Якутска и Нерюнгри. Это всегда очень интересно и зрелищно. Вот подтверждение моим словам. Хороший бросок в исполнении Кондрата Хандаева. Ну и атака Нерюнгри. Борьба под кольцом. И сразу быстрый прорыв. 3 в 1. Ух ты! Александр за счет хорошего прыжка накрывает Вячеслава Бурлова. И тут же сам в атаку, но забросить не получилось. Но согласитесь, дорогие друзья, оборонительное действие получилось очень и очень зрелищным. При счете 10-4, 14 у нас минутный перерыв. Вот на перерыв берет у нас команда города Якутска. Да, столичным баскетболистам надо догонять. Плюс 4 у Нерюнгри.
Ну и повтор. Вот. Какая все-таки передача, да, зрячая. И Николаю Тимофееву оставалось только забросить. Так, у нас меньше минут остается играть в первом периоде. Всего их предусмотрено 4, напомню. И у нас 4 очка ведет Нерюнгринская сборная в финале чемпионата республики. Прозвучал сигнал, и команды возвращаются на площадку. Видим, как настраиваются, да, нерюнгринские баскетболисты. И сейчас у нас будут штрафные броски. Кондрат Хандаев с мячом. Смотрим. Первый не точно. Что со вторым? Второй также не залетает. Но игроки Нерюнгри друг друга маленько не поняли. В итоге мяч отскочил игроку города Якутска. И он забил 2 очка. Отставание сократилось. +2 у нерюнгринцев. Ух, как задумано, это было здорово, но внимательно действовали столичные баскетболисты. Константин Эйзнер, может быть, вы его слышали. Сейчас он призывает своих подопечных играть шире. Вот здорово, да, Дмитрий Игнатьев сейчас только что сыграл. Бросить не получилось, на подборе сам же первый оказался и сразу сохранил мяч для своей команды. Но вот сейчас какой бросок. Хорошее трехочковое попадание от Антона Перфилева. И Константин. Якутск уже уходит вперед с минимальным преимуществом. Подбадривает своих ребят, гонит вперед. Ну и 15-14 впереди команда Якутска. Смогли, да, все-таки под конец, под самый конец, под занавес первого периода выйти вперед. Вот честно скажу, вот не знаю, насколько это важно в баскетболе, потому что тут результативных действий намного больше, чем в футболе или в мини-футболе. Но в футболе, например, очень важно, конечно же, сократить отставание перед свистком на перерыв, либо же, конечно, выйти вперед. Ну, по крайней мере, в психологическом плане это, уверен, одинаково работает во всех командных видах спорта. Конечно, и ты с другим настроем уже выходишь в следующий период играть. Ну и подборка результативных действий минувшего периода. В нужное время и в нужном месте оказался Игнатьев Дмитрий. Хоп, ушел. И из-за пределов дуги. Красота. Итак, 15-14. Таков итог у нас первого периода. Впереди еще 3 по 10 минут. И у нас меньше минуты остается. Может быть, кто только присоединился к нам, дорогие друзья, мы отмечаем, что у нас идет заключительный 5-й соревновательный день чемпионата республики по баскетболу. Для тех, кто подключился к нашим трансляциям в 14:00, ну, те, кто подключились, да, в это время, они знают уже итоги бронзового финала. Мы с 2 часов дня транслировали матч за 3-е место, в котором у нас Хангаласский Улус со счетом 72-64 победил Ленский район. Они у нас взойдут на 3-ю ступень пьедестала. Ну а сейчас мы с большим удовольствием и интересом продолжаем наблюдать за финальной встречей нашего чемпионата. По итогам последующих 3 периодов в спортивном комплексе «Стерх» мы узнаем имя победителя, ну и, соответственно, серебряного призера чемпионата республики. Сборная Нерюнгринского района на ваших телеэкранах. Они вот в красной форме. Ну и, соответственно, в синей у нас столичные баскетболисты. Смогли представители сборной команды Якутска под самый занавес первого отрезка, первого периода выйти вперед. Минимальное преимущество в 1 очко. Посмотрим, как у нас будет развиваться, как будут развиваться события во втором отрезке.
Неточные действия, и нерюнгринцы вводят мяч в игру. Классический финал чемпионата республики на паркете спортивного комплекса «Стерх», Якутск и Нерюнгри. Хорошая передача и воздух. Константин Воронин, да, получает второе персональное замечание. И Александр Сорокин отправляется на линию штрафного броска. Да, и Сорокин прямо задержался в воздухе. Но это умение, да, вот, которое отмечается в баскетболе, в волейболе, ну и в футболе тоже, когда спортсмен... Такое ощущение, что он прыгает и прям вот находится в воздухе больше, чем... Ну, в баскетболе как раз-таки прыжок такой, прям во время прыжка там стараются все перевисеть всех. Ну, допустим, в волейболе там быстрые такие прыжки. В волейболе блок иногда тоже надо перевисеть. Да, вот блок, а вот именно атака, ну, атаки, я в да. плане атаки. У нас борьба, конечно, она есть. Ведь на кону золото чемпионата республики. Ну, до грубости, конечно, дело не доходит. Все в рамках дозволенного, все в рамках правил. И у нас судьи внимательно следят за происходящим на площадке, как и мы с вами, дорогие друзья. 16-15 впереди Нерюнгри, +1 у представителей команды промышленного района. Так, очередная остановка. Так, игрок под номером 11 сборной команды Нерюнгринского района получает первое персональное замечание. Роман Петров получил первое замечание. Напоминаем, что до 5 у нас это фолим до 5, а потом уже отправляемся на трибуны в раздевалку. Ох, несмотря на такое давление, да, вот смог сгруппироваться Антон Перфильев. Хороший врыв под кольцо от Антона Перфильева. Ну, что мало не важно. И хорошо, что сокомандник увидел его и отдал передачу. Так, на паркете у нас оказался Дмитрий Игнатьев. Так, у нас встречу судят Вострецов Александр, город Якутск, Щеркин Николай, город Ленск, и Рыжов Георгий, тоже из города Ленска. Тройное судейство. Да, под внимательным взором именно трех этих людей у нас проходит главный матч чемпионата. Якутск вернул себе преимущество в 1 очко. Вновь вышли вперед, +1 у столичных баскетболистов. Хорошо обыграл, и передача. Точная, бросок тоже точный. 3. Роман Колпаков. Чем ответит нерюнгринцы, давайте смотреть. Неточная передача и сразу перехват. Хорошую такую работу с мячом, а главное скорость, да, демонстрирует. Перфильев. Второе трехочковое попадание от Романа Колмакова. И отрыв уже в 7 очков. Да, вот казалось бы, то, что +1 я произнес буквально вот меньше минуты назад, да? А уже +7. Быстро развиваются события. Нужно нерюнгринцам как-то реагировать на происходящее. И Якутск владеет мячом. Я думаю, у Якутска тоже поставлена задача от тренера играть в быстрый баскетбол. Ну, чтобы к третьей четверти уже у соперников не оставалось сил. Ну и, соответственно, подходящая замена для основных игроков. Ну, чтобы вот перебежать, да, соперника, нужны соответствующие запасы сил. Вот интересно, как с этим сейчас вообще в целом у всех команд, потому что у нас до этого соревнований долго не было в связи с остановкой, да, вот из-за коронавирусной инфекции. Пандемия, все спортзалы закрыты, нигде ничто не работает. Только индивидуально все игроки могли заниматься. Ну, в принципе, с началом республики даже невооруженным глазом заметить, что многие игроки
набрали вес. И это все, конечно, сказывается отсутствием тренировок. Ну, как говорится, главное вкатиться. Начало проложено до чемпионата республики. Скоро у нас возобновятся и регулярные соревнования. Будем надеяться, что никакой больше волны не будет. Да, очень надеемся. И вернемся к нормальной жизни, как в начале 2020 года. Звучит сигнал, и команды возвращаются на площадку. Ну а мы смотрим самые яркие моменты в замедленном действии. Ну, в этом матче, да, вот больше замечается вот дриблинга, такой скоростной работы ног. Ну, неспроста эти команды каждый год выходят в финал, так как это школа, основа. Есть хорошая школа у всех ребят из города Якутска. С детства занимаются они в детско-юношеских спортивных школах. То же самое, можно сказать, и про Нингринский район. Ну и тем более хорошая игровая практика имеется у данных игроков. Вячеслав Брылев, как вам такое? Врыв. И сразу же Пересокин Александр. Ответ тоже неплох, да? Да. Динамичная игра пошла. Что может только радовать, конечно же. Ну вот вновь основание ромба, так сказать, да, вот разыгрывающего у нас. Николай Брылев. Тимофеев. Сразу передача от Дмитрия Андросова. И хороший поставленный средний бросок у Дмитрия Андросова. И он незамедлительно реализует 2 очка. Вот в баскетболе интересно, вот, насколько важно, когда вот игрок левша или правша. Например, я точно знаю, что Дмитрий Андросов у нас... правша все-таки. Просто Нет, он правша. в свое время я вот с ним в футбол играл. Ну, это совсем школьные годы. Он ярко выраженный левша был. Левый всегда бил. Есть такие, да, игроки, которые вроде бы левша там с детства, а потом раз и переключается. Ну, по идее, как правило, в баскетболе, допустим, надо и левой, и правой рукой играть. Уметь обеими, да? Да, и мяч водить, ну и, соответственно, как бы бросать. То есть, если игрок одной рукой правой играет, его, в принципе, ну, любой грамотный защитник может хорошенько закрыть эту правую руку, и ему придется левой рукой, а у него левая рука не готова. Соответственно, совершит потерю или неточную передачу. То есть команды такого уровня, как Якутский, Нерюнгри, так я и говорил, что все выходцы практически из детско-юношеских спортивных школ там всех учат. На таком уровне, то есть обязательно и левая, и правая рука должны хорошо работать. То есть, с левой стороны кольца, если атакуешь, то, конечно, удобнее левой рукой забить. Так, у нас... Так, после подбора Дмитрий Андросов, кажется, наказан. Да, Сорокин Александр и Дмитрий Андросов. И по итогу Андросову... нет, судьи еще не определились. Ну вот совещание короткое. Ну вот я краем глаза увидел то, что Дмитрий Андросов с представителем Нерюнгри тут под кольцом боролись, и потом уже лежа Дмитрий, кажется, вот ногой задел своего соперника. Увидим ли мы это на повторе? Но это другой момент. Так, что там в итоге судьи решили, мы, конечно же... Видимо, этот момент мы не увидим, так как мяч у нас уже был на другой половине площадки. Ну, есть вероятность того, что другая камера могла это запечатлеть, которая не в эфире работала в этот момент. Но посмотрим, что решат судьи. Да, подсказывает нам, что этот момент все-таки у нас есть. И Да, вот как раз. Да, вот. Ну, падение Дмитрий Андросов зацепил ногами Виктора Басов. Мы обменялись там. Я думаю, парочкой ласковых. Да, судьи должны зафиксировать. Ну, конечно, это финал, и
Тут Ну, спортсмены выходят не шутки шутить, да, конечно, все настроены только на победу. каждый год такой финал не обходится без таких моментов. Виктор Бас на ваших телеэкранах. Судьи, в принципе, зафиксировали неспортивное поведение, что наказывается 2 штрафными бросками и плюс еще владение команды. Ну вот из двух не смогли реализовать нерюнгринцы, а именно Виктор Бас. По игрокам разобрались вторичные баскетболисты. Смотрите, как Разворот от Александра Сорокина. такой габаритный, да, но резво так двигается. Быстрый. Ну, как правило, про таких игроков говорят, что, видимо, ну, в юном возрасте, скажем, в США он играл там 1-го или 2-го номера и потом резко подрос. И, ну, Амплуа сменил, да? да, и сменил амплуа, но при этом как бы хорошо у него и дриблинг сохранился, ну и как бы и бросок. Ну да, удивляет вот его резкость при таких мощных габаритах. Виктор Бас. Хороший подбор нападений. И сразу 2 очка от Виктора. Играть надо до конца. Это нам ярко продемонстрировал 5-й номер нерюнгринской команды. — 27-24. Попытка трехочкового броска. Не точно. 4 минуты 20 секунд. Так, на замену у нас выходит Константин Воронин. Он меняет Николая Тимофеева. И смотрим, что предложат нерюнгринцы. Это попытка броска с дальней дистанции. Не точно. Так, нерюнгринцы все уже вернулись. Посмотрим, что придумают столичные баскетболисты. Ух, как здорово! Через двоих врыв и 2 очка. Вячеслав уже который раз, да, вот демонстрирует такой вот дриблинг. Хороший врыв. Резкий. Ну и смотрим, ну и Якутск в атаке. Неспешно. Организовывают свою атаку вторичные баскетболисты. И тут так. Передача никуда получилась. Итак, смотрим. Хорошая распасовка и... Нет, 2 очка тут не получится записать свой актив. Ответ нерюнгринцев. Смотрим. Попытка оформить 3 очка. Не получилось. И Вячеслав вновь демонстрирует свой дриблинг и в падении даже. Попытка бросить. Капитан команды Нерюнгринского района Степан Григорчук застает врасплох Вячеслава, и тот совершает пробежку. Так, есть у нас отпадение. Мяч остается у Нерюнгри. Так, и 2 минуты 40 секунд остается играть во втором периоде. Так, ну тут у нас команды, обе команды успели быстренько экспресс-наставление получить от своих наставников. На мини-тайм-аут ушли. Так, под кольцом у нас тут борьба, звучит свисток.
фол получает у нас Роман Колмаков. Это второе персональное замечание у него. И Степан Григорощук пробивает 2 штрафных броска. Будет исполнять, да, наказание. Смотрим. Первый есть. Точно. Ну вот сразу видно, да, вот невооруженным взглядом можно заметить то, что у нас вот является, да, лидером вот, Степан Григорощук. Как он общается со своими сокомандниками, да, вот вожак. Да, он является капитаном команды, тренером команды. Так как тренирует детей в ДЮСШ в городе Нерюнгри. И, соответственно, здесь на площадке он играет первого номера, то есть разыгрывающего, который расставляет всю команду, все нападение. Мозг команды, капитан, тренер, все в одном лице. Да. Еще один бросок от Романа Колмакова. Смотрим. Второй тоже не точно. Фол в нападении получает Игнатьев Дмитрий. Плюс 4 у Якутска. 2 минуты 20 секунд. Так, фол получается, можно сказать, в защите. Это не в нападении, соответственно. Все-таки защита. Да, ну то есть мячом овладел Александр Сорокин, и в попытке забрать у него Дмитрий свалил. По правилам баскетбола, если игрок совершает фол в нападении, и это является там 5-й или 6-й и так далее командный фол, то мяч не пробивается. Но так как уже игрок владел мячом и он свалил, хоть и в нападении находясь, это пробивается штрафным броском. Такая яростная борьба у нас под кольцом, по итогам которой есть попытка бросить за пределов дуги. И нерюнгринцы будут атаковать. Обе команды хорошо защищаются, прям плотно держат друг друга. И Александр Сорокин все-таки находит лазеечку и забивает 3 очка, и тем самым сравнивает счет 29-29. Заметно оживилась у нас скамейка нерюнгринцев. И смотрите, какой момент сейчас мог получиться. Ух ты! А вот и дриблинг Сорокина. Пожалуйста. И передача. Маленько неточная, так я думаю, Бас сразу бы бросил трехочковый бросок. Выходят вперед нерюнгринские баскетболисты. Видели это празднование в исполнении Сорокина. Хорошо сыграли в этом эпизоде с Басом. Так, и длинная передача. Сорокин. Будет данк. Аккуратненько. 2 очка. Ну, хороший такой промежуток, да, матча проводит. Я думаю, Сорокин. сборная города Якутска взяли бы тайм-аут, но, к сожалению, ни у одной и у другой команды нет тайм-аутов. Израсходовали. Да, по правилам команда имеет возможность 2 раза взять тайм-аут по 1 минуте в течение первой и второй четверти, первой половины, скажем. А во второй половине, то есть во время 3-го и 4-го периода, команда имеет право взять по 3 тайм-аута уже. Если счет равный будет по итогам 4 четвертей, каждое дополнительное время, которое дается 5 минут, каждая команда имеет в активе там по 1 тайм-ауту. Первый бросок не точен. Роман Колмаков. Со второй попытки, да, вторая удачная. Виктор Бас проводит хороший физический проход, но может. Хорошая трешка от Дмитрия Игнатьева. И тем самым сравнял счет.
Да, вровень идут команды. Ну, в принципе, как и под конец вот первого периода, да, там ситуация тоже равная игра, равновесие в счете. Будем надеяться, что до 4-й четверти будет такая игра приблизительно с равным счетом, которую интересно будет посмотреть. То есть ни одна из команд не будет расслабляться. Да, конечно, хотелось бы вот такой борьбы до самой последней секунды этого матча. Но сейчас мы видим, Степан Григорощук будет исполнять штрафной бросок. Первый не точно. Ну и второй бросок и возможность вывести свою команду вперед. Настраивается Степан, капитан, тренер Нерюнгринского района. 34-33 в пользу Нерюнгринского района. И последние секунды. Нужно попытаться бросить на подборе, и не получается все-таки мяч затолкать в сетку. И 34-33 с таким счетом у нас завершается второй период. Минимальное преимущество Нерюнгринского района. И Степан, мы видим, что-то обсуждает с судьями. Видимо, в какой-то момент. С каким-то моментом не согласен Степан. Да, без разговоров, конечно же, игра. Ну, точнее, даже не игра, а четверть не заканчивается. Всегда у игроков есть претензии к судьям. Ну, на самом деле, это работа капитана, вот, общаться с судьями, да? Не спорить, конечно, но общаться. Да, конечно, и стоит общаться, моменты обсудить какие-то. Где-то, в принципе, судьи не роботы, они люди, тоже могут ошибиться. Да, человеческий фактор никто не отменял. Так, и у нас сейчас не двухминутный перерыв, у нас 5-минутка сейчас. 10-минутка даже. Да, 9 минут до старта следующего периода. У нас 34-33 впереди с минимальным преимуществом нерюнгринцы. По итогам первого периода, помним, Якутск с минимальнейшим преимуществом ушел на перерыв. Сейчас же ситуация зеркальная. Ну и пока мы видим повторы минувшего периода, мы видели все результативные действия команд в минувшем отрезке. И сейчас мы видим нерюнгринцы обсуждают, подводят итоги минувшего периода. Ну что ж, дорогие друзья, у нас примерно 8 минут до старта следующего периода. Но мы сейчас давайте прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим просмотр нашего матча. Оставайтесь с нами. Хангиль, ведущая офтальмологическая клиника в Южной Корее, приглашает вас на диагностику и лечение. В Хангиль мы принимаем пациентов со всего мира на амбулаторное и хирургическое лечение по всем глазным заболеваниям. Дулалыр эйге хеткеретин, доллар görüyorsun. 잘로는 Срочно нужны деньги? Есть отличное решение! Онлайн-выдача от 1000 до 15 тысяч рублей. Льготный период до 7 дней. Компания «Денежный поток». Наш сайт denpotok.ru.
Магазин Lumen Plus предлагает широкий ассортимент изысканных и практичных люстр для любого интерьера. Мы внимательно следим за постоянно меняющимися модными тенденциями и смело можем объявить, что только у нас самые доступные цены по всей республике Саха-Якутия. Lumen Plus. Индивидуальность, воплощенная в лучших традициях. Уважаемые якутяне, если вас призывают принять участие в массовом мероприятии, знайте, оно законно, если не носит противоправный и экстремистский характер, согласовано с уполномоченным органом, проводится в период с 7 до 22 часов. Организаторы старше 16 лет не ограничены в дееспособности и местами лишения свободы, не привлекались дважды за правонарушения, не судимы за преступления против общества и государства. Деятельность общественного объединения не запрещена. Участники не должны скрывать лиц, распивать спиртное, призывать к беспорядкам и неповиновению полиции. Напоминаем, что участие в незаконных публичных мероприятиях влечет административную и уголовную ответственность. Будьте благоразумны, отстаивайте свои права законно. Купили квартиру и не нашли диван? Ждем вас в салоне «Диваны Матрица» по адресу 50 лет Советской Армии, дом 5. Действует бесплатная доставка и сборка. Дорогие наши якутяне, будем рады видеть вас в нашем цветочном магазине Сибаки. У нас всегда свежие и качественные цветы. Мы находимся по адресу Лермонтова, 47. Сүрек тебер тойуктара, санаат олар, ырылара. Сүрге көтөгүллер хотуттара, серге келен камтыргыт, сименеллер аластарбыт. Сибеккелери санатаңбыт, семей арын боллаккыт.
Дорогие друзья, мы по-прежнему находимся в спортивном комплексе «Стерх», где у нас в скором времени возобновится финальная игра чемпионата республики по баскетболу среди мужских команд. Право взойти на высшую ступень пьедестала нашего турнира оспаривают команды города Якутска и Нерюнгринского района. По итогам двух периодов у нас впереди с минимальным преимуществом представители Нерюнгри. Счет 34-33 в их пользу. Первый период, кстати, закончился также с преимуществом в 1 балл, но уже в пользу баскетболистов столичной команды. Ну и совсем противоположная ситуация у нас по итогам второго периода. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию подборку результативных действий минувшего периода. Поверьте, друзья, те, кто, может быть, только к нам присоединились, в этом матче есть на что посмотреть. Есть и трехочковые броски, есть и дриблинг, активная работа под кольцом. Все это действительно, конечно, очень и очень зрелищно. Финал чемпионата республики у нас сейчас возобновится, и у нас впереди еще 2 периода, по итогам которых мы узнаем имя победителя чемпионата республики. Напомним, на 3-ю ступень пьедестала у нас зайдут баскетболисты Хангаласского улуса, которые в бронзовом финале обыграли Ленский район. Итак, начинается все. Возобновляется, вернее, и Сорокин. Команды восстановили свои силы и сразу же быстрый врыв под кольцо. Виктор Бас. Вновь трехочковый бросок мимо. Перелетел мяч в кольцо. Так, звучит свисток. Третье персональное замечание получает капитан команды Степан Григорощук. Также 3 персональных замечания имеет Александр Сорокин. И как красиво все было сделано. Нужно бы добить этот эпизод до конца. Не получается. Виктор Бас сохранил мяч в площадке. Тут же получает мяч обратно и идет, разгоняет атаку своей команды. Без нарушения тут не обошлось, видимо. Ну и на повторе видим. Видим, да? Чистая мощь. Прикузов Игорь, в принципе, признает вину, что он фалил. Это, конечно, редкость, когда игрок свалил и сразу признается. Обычно делает. Все отказываются. Это иногда, да, вот даже читается по выражению лица, да. Нет, я его вообще не трогал. И звука, и титров не надо. В принципе, многие игроки после каждого фола, который судья свистит, сразу стараются комментировать, спорить, или там некоторые там выражением лица дают понять судье, что как бы он недоволен, что это не он был. И, в принципе, опытные судьи как бы такое пресекают таких игроков, которые даже элементарное выражением лица после каждого фола как-то реагируют сразу. Ну и даже дают технические фолы. Ну да, в любом виде спорта строго регламентировано же, кто может вступать в диалог, в полемику с судьями. Как правило, это у нас, конечно, бывают капитаны. И от судьи тоже многое зависит. Судья может позволить дать поговорить, да, там. Но если строгий судья попался, все, пресекает сразу же разговорчики. Да, конечно, если судьи не будут это пресекать, то есть игроки, ну, как правило, все же все равно замечают это, они же все следят за этим всем, не только за игрой, то и за судьями, и видят, что судья не свистит там мелкие фолы или же разговоры, но они начинают дальше грубее фолить, ну, соответственно, бывает и дело доходит до травмы. Так что это сразу надо пресекать.
все-таки Игнатьев Дмитрий пробивает 2 штрафных броска. Итак, смотрим. Первый бросок. Не точно. И второй. Есть попадание у нас. 35-34 в пользу Нерюнгринского района, который сейчас тут же бросился в атаку. Степан под кольцом играл. Так, тут уже в большинстве атакуют Якутск. Что они придумают на сей раз. И вот такая вот атака хорошая завершается. Хорошее зависание от Антона Персилева и 2 очка. 36-35. Впереди уже Якутск. Хорошая перепасовка. Нашли этой передачей Виктора Баса, который точен. 37-36. Вот качели пошли у нас. Где это просчет? Преимущество. В одно очко. Переходит то в одну сторону, то в другую. И Сорокин пробует. Сразу с вырыва Вересокин Александр забирает подбор и добавляет кольцо 2 очка. Да, ворвался в эту зону Вересокин. Защитники проморгали, спину не поставили. С чем и Александр наказал защитников. Попытка броска из-за пределов дуги. И в атаке Сорокин. Итак, в игре мяч. Счет у нас 36-39 в пользу команды Нерюнгри. Лидерами по очкам у нас на данный момент это у нас в составе Нерюнгри Александр Сорокин, на счету которого 19 очков. И сборная Якутска. Это у нас Колмаков Роман с 7 очками. И Перфилев Антон, тоже 7 очков. На ваших телеэкранах Вячеслав Брилев. Сейчас он будет исполнять штрафные броски. Смотрим. Не точно. Ну и сейчас у Вячеслава будет возможность хотя бы на 1 очко сократить отставание. Да. 37-39 в пользу Нерюнгри. И сразу же Дмитрий Игнатьев оформляет перехват и 3-очковое попадание от Вячеслава Брилева. Ну, вот первый штрафной не получилось реализовать, да, второй пошел, и это оказалось вот подготовкой к этому 3-очковому броску. Красота. 40-39 впереди Якутск. Третье персональное замечание получает Дмитрий Игнатьев. И Якутск набирает 4-е командное замечание. Следующие фолы пробиваются. Итак, смотрим. Виктор Бас. И попытка броска дальней дистанции. Так, ну тут неразбериха под кольцом у сборной команды Якутска, впоследствии чего. И будет спорный мяч. Но тут у нас нервы сдают. Страсти кипят. Ну, благо до открытого конфликта дело не дошло. Ну, судьи один раз, в принципе, пресекли это дело, когда дали Андросову Дмитрию технический фол. Я думаю, навряд ли будет еще такое
Да и даже если вот есть, конечно, какие-то вот нервы, да, во время игры, ну, никакой вражды, конечно, нету, есть чистое соперничество, и оно чисто вот только на площадке. Игра закончится, все руки пожмут, поздравят друг друга. На игре, как на войне все. Да, но во время игры, конечно, соперничество, конкуренция. Вот как Теннис Мяги пел. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Прекрасные строки из легендарной песни, легендарной композиции. Но вернемся к нашему матчу. Все-таки у нас 40-39 с минимальным преимуществом впереди столичные баскетболисты. Вот сейчас вперед уже выходит Нерингри. Ушел от Константина Воронин Александр Вересокин и набирает очередные 2 очка. Очень хорошее движение у нас демонстрирует Александр. Который раз. Очень легко так двигается. Вот смотрите, какая у нас борьба идет за мяч, дорогие друзья. Череда падений. Так, по итогу штрафные броски. У команд Якутской Нерингли уже перебор командных фолов. Каждый фол пробивается штрафным броском. Первый есть. Кондрат Хандаев. И второй бросок. А вот второй не залетел. Так, по 41 очку. Мяч в игре. Попытка Константина Воронина сыграть мячом в ноги игрока Нерингли, но не получилось. Не увенчалось успехом, да? Да, мяч остается у Нерингли. Вот такие вот маленькие хитрости, из которых состоят вот, командные виды спорта. И ответная атака столичных баскетболистов. Давайте смотреть. После подбора сразу же быстрый врыв. И есть вот то, о чем мы говорили. Данк почти. Почти, да. Хорошо даже не побоялся Константина Воронина, у которого немаленький рост, порядка 2 метров. Да, решился Сорокин вот, порадовать, да, присутствующих в зале и вас, дорогие телезрители. Он нас услышал, но, к сожалению, не получилось. Но будем ждать следующую попытку. При счете 41-41 у нас минутный перерыв. И смотрим на повторе. Вот. Ух, как залетел. Жаль, конечно, что не увидели мы полноценный данк. Но будет еще время. Время еще есть. Его более чем достаточно. Нужно доиграть еще этот период и целый период еще впереди. На ваших телеэкранах команда сборной Нерингринского района. Ну, в принципе, вот основная, да, вот пятерка Нерингри выходит. Столичные баскетболисты также возвращаются на площадку. И сейчас нас штрафные броски ждут. И Кондрат Хандаев с мячом. Первый бросок. Есть. 42-41. Мимо за счет хорошего роста Константин Воронин забирает мяч. Вот как здорово. Забежал Антон Перфильев. Из-под кольца хорошо бросил. 44-41 плюс 3 у столичных баскетболистов.
Недопоняли тут друг друга нерюнгринцы. На тоненького Степан Григорощук играл в этом эпизоде. Сокомандник эту идею, ну не то что не поддержал, может не заметил, не успел прочитать. Да, я сделал фейковое движение в одну сторону и не получилось мяч получить. Прекрасный бросок. Кондрат Хандаев. Это вот та самая ситуация, когда вот хотел сыграть тонко, а где тонко, там и рвется. Атака баскетболистов сборной команды города Якутска. До Хандаева мяч доводят. Из-под кольца накрывали его там сразу два игрока. Подбор и сразу же быстрая атака. И тактический фол от Вячеслава Брилева. Попыткой остановить быструю атаку. Но в любом случае Вересокин Александр будет пробивать два штрафных броска, так как у Якутска перебор командных фолов. Первый точно. И второй тоже. Очень уверенно реализовал его броска Александр. Так, и тут мы видим... Так, судья призывает Александра обратиться к помощи медицинского персонала. Ну, порез небольшой есть на руке у Александра. Могли мы это заметить. Ну и тут, конечно, это, ну, по правилам, да, будет сейчас оказана необходимая медицинская помощь Александру, после чего он вернется на площадку. Нужно остановить кровотечение. Но все это разговор о технике безопасности, да, потому что кровь может попасть на площадку, потом подскользнешься, там, не дай бог, там да, разрыв. Судьи хорошо увидели, сразу отреагировали и сделали остановку. Да. Остается совсем-то немного играть в этом периоде. И смотрим, как Александру дежурный врач оказывает медицинскую помощь. Заклеили лейкопластырем, и чтобы уж совсем быть уверенным, что кровь не пойдет. Вот мы видим, даже бинты в ход пошли. Все, Александр возвращается на площадку. Все строго по правилам. Ну на замену ушел Александр. Вместо него... Так, ну и обратная замена, как я понимаю. Александр возвращается все-таки. Итак, возобновляется наша встреча. Остается играть меньше 3 минут в этом периоде. Интересная такая передача дугой, свечой такой высокой. Ах, какая перепасовка, смотрите, дорогие друзья. Жаль, Вячеслав не смог реализовать такую хорошую передачу от Дмитрия Игнатьева. Расчертили такую красивую атаку. Геометрия баскетбола, дорогие друзья. 46-43 плюс 3 у Якутска за 2 минуты 30 секунд до конца этого периода. И врываются в эту зону. Антон Перфирьев. Из-под кольца бросить точно, правда, не получилось. Хорошая передача на Сорокина. Сорокин решил дальше сделать тоже пас. Хотя мог бросать. Якутск в атаке. Кондрат врывался в свободную зону. Так, игрок под номером 14 сборной Нерюнгри получает 3-е персональное замечание. Первый бросок есть. Ну что ж, броски идут у Кондрата. Видимо, калибровка уже прошла успешно.
Да, но он, в принципе, хорошо бросает штрафные броски, стабильно. И Неринги с мячом. Григорощук начинает атаку своей команды. Якутск потихоньку уже 5 очков ведут. И силовой проход от Григорощука Степана. И на нем фалит Вячеслав Брилев. 2 штрафных. Да, грубой силой врывался Григорощук в этом эпизоде. Там его встречал лес из игроков Якутска. До нарушения не обошлось. Первый бросок точный. Что насчет второго? Слева есть один игрок свободный. Да, захлебнулась эта атака. Ну и передача на Сорокина уж больно сильная получилась. Так, а плюс 4 у Якутска, и остается играть чуть больше минуты в этом периоде. Ух. Неплохая скидка на Константина Воронина, но чуть не точно. Так, и капитан, тренер нерюнгринской команды в одном лице Степан Григорощук начинал эту атаку. Ух, незрячая передача планировалась. Ну, видимо, игроки города Якутска коснулись мяча, и мяч остается у Нерюнги. Григорощук глазами ищет свободных партнеров. Передача. Перехват. Так, нарушение правил тут. Хороший рывок, и в попытке сыграть в мяч у игрока команды Нерюнги не получается, и судьи фиксируют неспортивный фол. То есть ну, намеренная попытка сорвать атаку и не дать возможность заработать 2 очка. То есть сейчас Игнатьев Дмитрий будет пробивать 2 штрафных броска, еще плюс владение. Ну, то есть намеренный срыв, да, атаки? Да, когда игрок вроде бы защищается, но он не пытается в мяч сыграть. Там за руку дернул, обнял или там толкнул в спину. И 2 броска реализовывает Дмитрий Игнатьев. 50-44 плюс 6 у Якутска. И, как мы уже сказали, да, мяч у Якутска сейчас будет. Так, меньше 50 секунд. Так. Еще зарабатывает. Кондрат Хандаев. Так, Кондрат, первый бросок. Второй бросок смотрим. Второй бросок залетел. 51-44. Плюс 7 у Якутска. Чуть больше 30 секунд остается. Так. У игрока под номером 4 Вячеслав Брылев получает 5-е персональное замечание. Да, и получается покидает. Да, и вместо него выходит Хаютанов Игорь под номером 5. Напоминаем, что у нас вот, личное предупреждение до 5, а потом уже в случае набора 5 нарушений ты уже вынужден завершить игру досрочно. Григорощук с первым броском не справился. Так, второй бросок тоже не точно. Так, и Кондрат на подборе играл. Ну, командными усилиями получилось у Нерюнги оставить мяч у себя в владении.
Мяч в игре. Григорощук с мячом врывается. И Сорокин. Ну, сколько раз, да, мы видели сегодня уже, как Сорокин здорово играет под кольцом. Даже в тех эпизодах, когда, собственно, он сам атакует и успевает второй раз прыгнуть. Сразу на чеку и после броска сразу старается тот же мяч забрать. Григорощук тут в борьбе с Кондратом. 2 очка записывает в актив своей команды. И на этой нотке у нас завершается третий период. 51-46 впереди сборная команда города Якутска. Ну и давайте посмотрим повторы. Да, действительно, вот в этом периоде уж точно, да, борьбы было много. Много фолов. Соответственно, много штрафных бросков. Ну, это как раз то, о чем вот Армен говорил, что до этого матча, что в начале этого матча. Обе команды очень хорошо защищаются. Любят и умеют это делать. И впоследствии, конечно, у нас без фолов защищаться не получается. Поэтому у нас такое обилие фолов. Ну и, в принципе, конечно, это финал. Вот мы видим, да, как заряжены вот спортсмены. Никто не хочет уступать. Конечно, если выходишь на такой матч с обычным настроем, то никогда не выиграешь. Нужно обязательно быть заряженным, нацеленным. Таких игроков, конечно, тренер сразу заметит и при первой возможности. Вот и по ходу этого матча мы видели вот порой то, что вот эта заряженность, да, вот иногда, может быть, вот, выстреливала, да. Но судьи за всем очень внимательно следят, пресекают все. Ну вот данк от Сорокина, да, вот, пожалуй, один из ярчайших моментов. Жаль, конечно, что неуспешный данк. Но посмотреть, конечно, было очень интересно. Возвращаются команды на площадку. У нас стартует 4-й период. Итак, мяч в игре. 4-й период, дорогие друзья. Финал чемпионата республики по баскетболу среди мужских команд Якутск-Нерюнгри. Поехали! Нерюнгринцы в атаке. Григорощук. Вновь тоже силовой проход. Сразу же фол получает Припузов Игорь. Это у него 3-е персональное замечание. Обе команды настолько плотно держат друг друга в защите, что один в один обыграть крайне сложно. И всегда старается просить партнеров поставить заслон. Очень уверенно реализует первый бросок Степан Григорощук. — 47-51. И второй бросок. Также успешен. 48-51. Счет по-прежнему в пользу столичных баскетболистов, которые сейчас владеют мячом. Итак, дорогие друзья, это финал, напоминаем. На кону золото чемпионата республики. И Александр, попытка дальнего броска, мяч до кольца не долетел. Вот Хаютанов с мячом. У него сил должно быть больше, чем у остальных игроков, которые сейчас на площадке. 2 шага от Романа Колмакова и 2 очка. Так, и можно сейчас, играть. Думаем, будет данк. К сожалению, нет. Защитники успели вернуться.
бросок на 3 очка. Красота. Антон Перфильев. Очередное результативное действие дописывает свой актив. И выходит лидер по очкам. На его счету уже 12 очков. И еще. Сразу же 2 очка еще добавляет в свою копилку. Так, звучит свисток. Мяч у нерюнгринцев. 58. 48. Так, ну и больше 2 минут мы уже отыграли в 4-м периоде. Сборная города Якутска уже плюс 10 ведут. Кстати, да, укрепили, да, свое преимущество существенно. Незаметно. По 2 очка и набором с линии штрафных преимущество уже 10 очков. Второй бросок не точен. И Якутск начинает организовывать свою атаку. Посмотрим, что из этого получится. А получится вот что. Хороший проход, 2 шага и закрутка мяча от Романа Колмакова. И 2 очка. 60-49. Александр в очередной раз пытался бросить издали. Александр Вересокин. Вот новый игрок команды Нерюнги. Если память не изменяет, он 2000 года рождения. И чемпион Дети Азии. В составе сборной республики 2016 года. Это мы про... Вересокина Александра. Вересокина. Да-да-да. В атаке Якутск. И Григорий Ощук уже начинает разгонять атаку нерюнгринцев. Может он растолкать всех. Степан совершает пробежку и минутный тайм-аут берет город Якутск. Так, минутный перерыв, минутный тайм-аут. Столичные баскетболисты берут. И сейчас Константин Эйзнер будет общаться со своими подопечными. Но преимущество в 9 очков, да, вот за 6,5 минут. Ну, 6,5 это очень-очень много, конечно, это больше половины целого периода. И сейчас Эйзнер, наверное, говорит о том, что вот удержать это преимущество при возможности, конечно, стараться увеличивать. затяжные атаки делать. Вот этих по 20 секунд, да? Ближе к этому времени. Ну, посмотрим, как сейчас будет работать команда Якутска. Нерюнгринцы же, в свою очередь, наоборот сейчас все силы должны бросить на то, чтобы идти вперед, сократить отставание. Нет, ну, конечно, речь не идет о том, что надо сломя голову идти вперед, как я уже сказал, времени вагон. И Константин Эйзнер на ваших телеэкранах. Главный тренер сборной команды города Якутска. Кстати, его команда вот буквально, да, дома играет. То есть команда города Якутска, так еще и в родных стенах. Да, Константин Эйзнер является директором спорткомплекса «Стерх». Итак, 60-51 плюс 9 у Якутска. Нерюнгри в атаке. Так, это у нас Сорокин тут. Подставлял спину, разворачивался. Как он это любит и умеет делать, мы прекрасно видели уже не раз по ходу этой встречи. Итак, смотрим. Сорокин первый бросок уверенно. Спокойно и уверенно. 52-60. Второй бросок.
тоже. Шумела одна сетка. 53-60. До Кондрата мяч доходит. Так, это попытка из-за пределов дуги бросить. Что у нас тут? Фол нападения получает Владимир Легостаев. Как судьи показывают, толчок в спину во время подбора. Якутск уже набрали 4 командных замечания. В принципе, еще играть 6 минут, но это довольно быстро и долго набрали. То есть каждый фол будет пробиваться. Дмитрий Игнатьев фалит на Вересокине Александре. И Александр будет сейчас пробивать 2 штрафных броска. Да, ближе к концу игры. Чем ближе конец игры, тем больше борьбы. Соответственно, больше остановок. Нарушений правил, вот этих вот заминок, больше штрафных бросков. Александр Вересокин сейчас будет бросать. Давайте смотреть. Первый бросок. Мимо. Но вот со вторым справился очень даже уверенно. 54-60, плюс 6. До 6 очков сократили отставание нерюнгринцы. И первую половину вот, 4-го периода мы уже отыграли. Ну вот мы видим то, что удачно Сорокин действует не только под чужим кольцом, но и под своим. Хорошая распасовка. Так, тут без нарушения правил удалось мячом завладеть. Мяч выбил Владимир Легостаев без нарушения правил. И бросок на 3 очка не получилось. Владимир Легостаев вновь хорошо на перехвате действовал. Сам же тут бросал. Сам же подобрал, но на нем свалил игрок под номером 11 сборной Нерюнгри. Петров Роман. С мячом нерюнгринцы. Сорокин вновь. Слишком сложный бросок. Но игрок города Якутска касается мяча и владения Нерюнгри. Так, из лицевой сейчас ведут мяч в игру нерюнгринцы. И попытка броска издали. С мячом у нас Игорь Хаюзанов. Мяч у нерюнгринцев. Это Виктор Бас. Сорокина тут жестко встретили. И Григорощук вырывается. Хорошая передача своевременную делает Сорокин. Вырывает подбор и сразу фол. 2 броска. Игрок под номером 10 Хандаев Кондрат получает фол. Три минуты 46 секунд остается. И плюс 6 у Якутска. Но Сорокин сейчас будет исполнять штрафные броски. Возможность сократить отставание. Так, с первым броском не получилось. Второй тоже получился неточным. Итак, но тем не менее мяч все еще у нерюнгринцев. Григорощук. Так и Александр. Так, прозвучал свисток. Так, и
Судьи сейчас проведут экспресс-совещание. Так, ну, последний момент, да, вызвал вот споры. Не то чтобы споры, а неясность. Вот у нас есть возможность посмотреть на повторе, что же тут было, и попытаться разобраться. Так, ну в итоге пока судьи разбирались, видимо, какие-то технические неполадки были со временем. И Степан Григорощук в ходе споров с судьями получает, я так понял, 2 технических фола и удаляется с игры. Да, Григорощук отправляется на скамейку. Ну, интересно, конечно. Ну, как мы получим информацию, мы, конечно, тут же ее озвучим. Но вот видим, да, Григорощук сел на скамейку. Ну, сейчас, если Константин Воронин 2 раза будет пробивать штрафных, значит 2 технических фола. И владение, если оставалось в Нерюнгри, значит должны вернуть. Да, Константин Воронин бросает. Первый мимо. И второй бросок тоже не попадает. Так, 54-60. Плюс 6 у Якутска. Так, до технического фола. Так, ну вроде разобрались, всё, да? Да, уже понятно слово. Получается, во время врыва Пересокина Александра игрок команды Якутска свалил, и он должен был пробить 2 штрафных броска. Но пока судьи разбирались, Степан Григорощук получил 2 технических фола. Так, счет 60-55 в пользу Якутска. Александр пробивает 2 штрафных броска. Теперь уже Сорокин. Да. Уверенно. И еще один бросок. Тоже точно. Сокращает отрыв до 3 очков. Да, 60-57. И у нас 3,5 минуты до конца 4-го периода. Виктор Бас. Ну вот то, о чем мы говорили, да, вот было бы здорово, если до конца вот команды шли вровень, да, и, собственно, что мы и наблюдаем. Плюс 3 у Якутска, и сейчас нас с вами ждет однозначно очень напряженная концовка. Владимир Легостаев получает фол нападения в попытке обыграть игрока. И также отправляется на скамейку Виктор Бас. Последние минуты команды начали еще жестче играть, еще плотнее друг друга держать. Это заметно даже вот с общего плана. Да, и у нас каждый врыв под кольцо, каждый обыгрыш будет сопровождаться фолом однозначно. Главное, чтобы судьи успели это все заметить и вовремя свистеть. Александр Вересокин мог сократить до минимума, но... Вот, второй залетает. 58-60. очков.
Меньше 3 минут остается играть. 58-60, 58 в пользу Якутска. Хороший проход. Кольцо вырывается Александр Сосин, и на нем фалит игрок под номером 12 города Нерюнгри Климов Николай. И Александр пробивает 2 штрафных броска. Ну, действительно, у нас очень много, видимо, штрафных будет. В принципе, как я и сказал, 3,5 минуты отыграли, и уже у команд по 4-5 фолов было. Так, первый бросок оказался неточным. Александр Сосин. Второй бросок есть. Так, у нас что тут? Штрафной бросок считается, и... Так. Не совсем понятно, судьи кому дали фол. Итак, нерюнгринцы организовывают свою атаку. Они отстают в 2 балла. Ну вот опять. Очередной силовой проход от Баса Виталия, и пол. 2 броска. Колмаков Роман получает 5-е персональное замечание и направляется на скамейку запасных. Ему остается только болеть и наблюдать. Итак, смотрим. Штрафной бросок. Виктор Бас. Все. Игроки подустали, руки дрожат. И момент такой ответственный. Может, штрафные броски. Ну тут да, тем более при такой силовой борьбе, да, это, конечно, бесследно не проходит. Это отнимает уйму сил, я уверен. Ну и под конец встречи, конечно, тяжелее становится бросать вот эти разные, ну, вот эти самые штрафные броски. Потому что действительно, как Армен отметил, руки-то уже не свежие, забитые. Хороший переход от Александра Вересокина и сразу быстрый врыв. Ну то да, Кондрат встречает его очень жестко. Понимая, что уже его игрок как бы обыграл, конечно, пытается остановить. У Кондрата Хандаева 4-й фол. И Александр Вересокин. Первый бросок четко. Может сократить до минимума. Да. Что он и делает. 61-60, город Якутск. Ох, какая концовка, друзья. Тут +1 у Якутска и практически 2 минуты еще играть. И бросок трехочковый. Яростная борьба за мяч. Вгрызаются все в мяч. Но в итоге мяч уходит от Баса Виктора. Игрок под номером 5. Так, минутный перерыв. Берет команда Нерюнгринского района. Якутск израсходовали все тайм-ауты во второй половине. У Нерюнги еще 2 тайм-аута имеется. Конечно, это проблема, в принципе, для Якутска, так как при такой игре, при равном счете, в конце идут уже тактические фолы. И одним тайм-аутом можно решить исход матча. Да, ключевую роль может сыграть сейчас, конечно, тайм-аут. Это если... Ну, это тоже это уже игра тренера, да, своевременно взять, почувствовать свою команду, в какой момент нужно брать, потом сказать нужные слова, сделать нужные замечания. Вовремя остановить рывок соперника, дать отдышаться игрокам. Итак, минута 38 до конца 4-й партии.
четвертого периода. И у нас минимальное преимущество столичных баскетболистов 61-60. Напряженная концовка нас с вами ждет. Это мы можем гарантировать. Что, собственно, мы и наблюдаем. Вот. Вот нервозность, да, наблюдается? Да, и хорошая защита от команды Нерюнгри, что заставило потерять мяч соперника. Виктор Бас с мячом. Сам пойдет. А почему бы нет? И тем самым выводит команду Нерюнгри вперед. 62-61. Да, давненько вот нерюнгринцы вперед не выходили. Будет ли ответ со стороны столичных баскетболистов? Будет еще одна атака нерюнгринцев. Посмотрим на это. Впереди уже команда Нерюнгри. Активная жестикуляция в исполнении Виктора Бас. Хороший подбор в исполнении Александра Сорокина. И фол. 2 броска. И на таймере мы видим то, что 50 секунд. На площадку выходят Константин Воронин и Николай. Нет, Владимир Легостаев. Я думаю, Владимира выпустили с целью попробовать забить трехочковый бросок. Ну и давайте смотреть. Первый бросок. Не попадает Александр. Второй бросок. Второй. Есть. Так. Но мяч не засчитывается, так как он после броска заступил линию штрафного броска. Да, и счет остается прежним. 62-61. Обидно, конечно. Так, у нас от свистка до свистка играем, да? Так, игрок под номером 14 Нерюнгринского района получает персональное замечание. Это уже третий игрок по счету, который получил пятое персональное замечание и идет отдыхать на скамейку. Ну, видим, как сокомандники вот настраивают, да, подбадривают Константина Воронина, который сейчас будет бросать 2 штрафных броска. И может он вывести свою команду вперед. Давайте смотреть. Первый не залетает. Удачная попытка, но есть возможность сравнять счет. Но тут уже, да, задача минимум сравнять. Да, второй тоже не залетает. И на подборе можно сыграть. Удачно. Мяч вырывает Александр Сорокин. Ну и затяжная атака будет у нерюнгринцев. У Якутска целая атака будет. Спорный мяч. Так, сейчас судьи определят по стрелке владения у Якутска. 23 секунды. Ну это да, целая атака, действительно. И такая концовка, вот, дорогие друзья. 61-62 в пользу Нерюнгри. И сейчас остается 23 секунды, то есть ровно одна атака для баскетболистов сборной команды города Якутска. Смотрим. Кондрат Хандаев. Хорошо. Отличный врыв от Перфилева Антона, но попытки накрыть его Александр Сорокин все-таки свалил. Ну как здорово было разыграно. Командная работа. 14 секунд. И Антон Перфилев на ваших телеэкранах. Да, если бы Александр заблокировал бы бросок, он, можно сказать, стал бы героем матча. Это как в NBA Леброн накрыл Iguodala в финале в 2016 году. Похожая ситуация была в последний момент. Не залетает мяч из 2-0. Что я и говорил, усталость и
мальчишки, конечно, дали о себе знать. Да, +1. Антон Перфильев, конечно, многое от него зависело. Так, и у нас минутный перерыв. Так, остается 13 секунд. Нерюнгри берут второй тайм-аут. У них в запасе еще один. Я думаю, они сейчас будут разыгрывать комбинацию на тех игроков, которые хорошо пробивают штрафные броски, так как Якутск постарается сразу же после вывода мяча попытаться свалить с целью оставить себе владение. Ну вот, решающая часть нашего финала, дорогие друзья. Много тут тонкостей. Ну и давайте наблюдать, к чему все это приведет. Итак. Так, по правилам баскетбола, когда остается меньше 2 минут и команда берет тайм-аут, то они выводят с нападения. То есть вот отметки, где вот судья стоит. Ну, точнее, есть право вывести оттуда. Все, фол. Да. Есть фол в исполнении столичных баскетболистов. 2 броска. Так, Владимир Легостаев получает 5-е персональное замечание. Его заменил Игорь Хаютанов. Так, у Якутска остается 9 секунд на владение. Первый точно. 61-63. Второй тоже точно. Ну что, сейчас на трешку рассчитывать? Якутск должны разыграть 3-очковое попадание. Этот перехват. Все. Фол. Но тут Григорощук уже празднует. Да, празднует. Сорокин тоже. 5 секунд. Ну, в принципе, все шансы есть. Если Бас 2 броска мимо, и можно 3-очковый сравнять. Но тут есть. Но я ошибаюсь. Но это можно расценивать как точку. Да. 66-61, ну и последние мгновения этой финальной встречи. Попытка дальнего броска. Нерюнгри чемпион. Поздравляем мы команду Нерюнгринского района с тем, что она становится чемпионом республики по баскетболу среди мужских команд. Ну и видим эмоции этих игроков. Действительно, очень интересную игру нам подарили. С хорошим обновленным составом молодым. Ну что ж, поздравляем мы еще раз нерюнгринцев. Вот последний раз, получается, в 18-м, да, побеждали? Да, ну, возможно, мы ошибаемся, но вот где-то приблизительно, да, 18-й, может, 17-й год. Ну, примерно так, да. И сборная Нерюнгринского района в этом году возит золото. Золото чемпионата. Якутск, соответственно, на 2-м месте. Ну а на 3-ю ступень пьедестала у нас зайдут баскетболисты Хангаласского Луса, которые в матче за 3-е место обыграли Ленский район. Ну что ж, действительно, очень интересную и напряженную игру нам подарили команды, за что, собственно, мы их благодарим. Много сегодня было интересного. Много 3-очковых бросков, много результативной работы под кольцом. Много хорошего дриблинга, ну и борьбы, конечно. Потихонечку у нас вот обороты, да, вот становились все больше и больше. И под конец у нас вот прям много борьбы было. Ну и мы с вами наблюдаем
Подборка красивых и результативных действий прошедшего матча. Ну, конечно, Якутск под конец, если бы сыграл иначе, где-то повнимательнее. Да, были но... бы тайм-ауты, возможно, исход был бы иной. Ну, в этом и заключается, да, вот суть спорта. Если бы не считается, как говорится, счет на табло, дорогие друзья. Нерюнгринский район одержал победу со счетом 66-61. С чем мы еще раз поздравляем команду Нерюнгринского района. Они становятся чемпионами республики. Также мы поздравляем команду города Якутска с тем, что они остались серебряными призерами, хотя уверен, серебро для них это наравне с поражением. Ну и третье место у нас занимает сборная Хангаласского Улуса. Таковы итоги чемпионата республики по баскетболу среди мужских команд, дорогие друзья. Напоминаем, что это у нас первый крупный старт по баскетболу в этом году, да и в целом после остановки, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Как говорится, главное вкатиться, главное начать, а дальше уже все пойдет как надо. С нетерпением будем ждать следующих стартов по баскетболу, да и в целом по другим видам спорта, дорогие друзья. Спорт продолжает возвращаться в прежнее русло, чему мы, конечно, очень рады. Ну что ж, дорогие друзья, таким получился чемпионат республики по баскетболу. С вами за всем происходящим на паркете спортивного комплекса «Стерх» наблюдали мы, я Власий Сергеев и Армен Аганесян, главный судья этого чемпионата. Дорогие друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире. До свидания. Также победительница